пару слов о самой организации, да? Пару слов о ваших, ну, вы старейшина, вы тут самый старший, вот пару слов с точки зрения того, ваше отношение к России, ваше отношение к избирателям, ваше отношение вот ко всем процессам, которые происходят в крымско-татарской общине и в Крыму. Вот два слова о том, что это за мероприятие и стратегия, что мы делаем в будущем. Если, значит, начать с того, как создавалась эта организация, сразу после вхождения Крыма, возвращения в состав России, организация была создана для того, чтобы сразу войти в работу с нашим населением, которое долгое время находилось под влиянием других структур. И чтобы мы смогли быстрее адаптироваться, была создана эта организация. Но она, видите, были созданы еще и другие организации, которые как бы конкурировали с Харам-Бар-Лигой. Если бы только один Харам-Бар-Лиги, оно бы объединяло всех, и все бы вошли в эту организацию, то было бы намного сильнее и мощнее работа этой организации. Но все равно эта организация проводит очень большую работу. В нее входят более 25 других организаций. Вот, например, я уже говорил, при Украине мы создали организацию, которая называлась «Крымские татары за союз с Россией». Уже в российском законодательстве мы ее перерегистрировали. Она называется «Крымские татары. Опора Крыма». Но мы вошли в состав на договорной основе в состав Харам-Бар-Лиги. И мы взаимодействуем, работаем во всех вопросах, которые решаются. Харам-Бар-Лиги мы участвуем. Наши мнения во многих вопросах, в основном во всех вопросах совпадают. И поэтому я думаю, что и вот то, что мы правильный путь выбрали, и мы агитируем наш народ, чтобы люди созрели, поняли ситуацию, что уже Крым вернулся и уже никуда из состава России не уйдет, об этом должны все понять. И этой идеей, не идеей, а этим фактом уже от нее не отвертеться. Это уже факт, который свершился. Поэтому мы всегда хотим, чтобы люди знали об этом, в этом направлении работаем. И поэтому провели, когда мы 13 января свою конференцию, на которой озвучили наши дальнейшие шаги, которые уже подтверждают наш путь принятия российского законодательства. Мы вошли в это законодательство. Оно для нас уже делает много, и мы надеемся, что крымско-татарский народ обрел уже настоящую свою родину, которая у него была, но она была как бы в воздушном состоянии. На Украине не признавали, не хотели признавать. Сейчас уже, что крымские татары – это народ Крыма, коренной народ, что его уже реабилитировали, что называется, в полной мере. Оно этого заслужило, потому что, например, мне было 4 года неполных, когда меня голого полусонного выбросили, и далекий Урал, голодный, холодный. Я еле выжил, но все-таки я всегда, как я говорил уже, наши старшие товарищи, и мы уже созревшие, считали и считаем, что Крым всегда был в составе Российской Федерации. И хотели этого, и добивались этого. Поэтому считаю, что та работа, которая проводится Харам-Бар-Лигой, она дает свои положительные плоды, которые еще будут давать больший успех и Крыму, и крымским татарам, и российскому государству в целом. Вот так вот примерно. Спасибо. Вы с какого года рождения? 39-го. 39? Да. Я родился в Крыму, в степном районе. Называется село Ивановка, так и называлось до войны село. Деревня Ивановка, Светлерский район, Нижнегорский район. Я там родился. Так что вот такая история. Спасибо. Пожалуйста.